Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Хасанов Ханафи Борисович. Я член Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики. В прошлом студент исторического факультета, магистр общей истории. Еще со школьных лет занимаюсь сбором этнографии, исследовательскими работами. Я бы хотел сегодня с вами затронуть тему вождя карачаево-балкарского народа Харчи. Что самое главное в этом вопросе? Во-первых, кто такой Харча? Почему мы о нем помним? Почему народная память пронесла его имя через столько веков, страданий, войн и так далее? Сразу скажу, что Харча не мифологическая личность, а можно сказать легендарная. Легендарное от слова легенда. Его жизнь прямо связана с легендами карачаево-балкарского народа. Все данные исторические, которые нам о нем известны, записанные документально, они датируются серединой 19 века, второй половиной 19 века, началом 20 века. Но никаких документальных данных о времени его жизни нет ранее 19 века. В связи с этим мы, исследователи, в частности наши старшие товарищи, историки, которые немало времени изучали вопрос происхождения самого вождя и его деятельности, это такие личности, как Рашид Тохтарович Хатуев, Мурат Чаттаевич Каракетов, они целиком и полностью полагались на имеющиеся документальные свидетельства и устный народный фольклор. На основании их работы и имеющихся данных я постараюсь сделать кое-какой анализ. Что мы имеем в сухом остатке? Харча, как гласят легенды, это предводитель карачаево-балкарского народа, который смог собрать народ воедино, возглавить его и внедрить какие-то институты государственности в образовавшемся обществе. Харча смог построить феодальное общество, тогдашнее карачаево-балкарское общество, можно сказать, княжество карачаевское. И нас всех интересует один вопрос. Когда жил Харча? Из имеющихся источников документальных 19 века и из легенд, которые дошли до нашего времени, мы можем установить его время жизни в периоде появления Темирлана на Северном Кавказе, это 1395 год, и позже. Вы спросите, при чем тут Тамерлан? Соответственно, ответим, что есть соответствующие мифы и легенды, которые отождествляют время жизни Харчи именно в золотоордынский период. Это вторая половина XIV века, начало XV века. Именно тогда происходит образование общества, которое он и возглавил. Но есть еще один такой момент, который наши исследователи не выпускают из поля зрения. Это то, что в некоторых наших легендах, сказаниях Харча выступает верховным правителем, который воевал в определенное время с Хазием. У них были междуусобные войны. Также в некоторых сказаниях фигурирует Асланбек Кайтукин. Вышеназванные личности — это кабардинские князья, жившие в разные периоды. Хази, он основатель Большой Кабарды, Казиевой Кабарды, как говорят в науке, и Асланбек Кайтукин, который жил примерно в то же время. Но есть один нюанс. Время жизни этих двух людей, мы рассматриваем в данном вопросе этих людей, чтобы выяснить время жизни нашего вождя. Соответственно, очень важно уделять огромное внимание датам их жизни, смерти и так далее, так как у нас прямых документальных свидетельств о времени жизни нету. Исходя из того, что первые легенды нам говорят, что
образование общества при нем происходило в 14 начале 15 века, в конце 14, а междоусобные войны происходили уже в 16-17 веках, можно смело предполагать, что в этих легендах речь идет о двух разных людях. Исследователи, наши современники, предполагают, что это могли быть два человека, один названный в честь другого. Но известно точно, что и первого, и второго мы с вами называем Карча. Есть одна большая ошибка у нынешней молодежи, да и не только молодежи, когда этих двух личностей каким-то образом путают и преподносят как одного человека. На самом деле надо четко разграничивать этих двух людей. Несомненно, то, что они оба были вождями, возможно, один был потомком другого и был назван в честь первого, но время деятельности между первым и вторым разнится на 150 лет. Сами понимаете, один человек не мог прожить столько времени и участвовать во всех событиях. Вернемся к первому. Харчу первого исследователи условно называют Харча-основатель, чтобы разграничить от второго. Это время, когда эмир Темирлан, хромец Тимур, в поисках потомка Чингисхана Тахтамыша начал завоевание на Центральном Кавказе. Впоследствии Тахтамыш был ими же повержен на Тереке, а некоторая часть тогдашней средневековой Алании была подконтрольна его улусу. Об этом есть много свидетельств. Эти данные фигурируют во многих источниках, записях, летописях. Но это для нас важно сугубо только потому, что в этих записях, летописях, документах, вернее не документах, а свидетельствах, легендах фигурирует и наш Карча. В некоторых даже он упоминается родственником Асхак-Султана, имеется в виду Тимур, который являлся эмиром одного из улусов империи Чингисхана, но сам не был чингизидом. В некоторых источниках Карча фигурирует как выходец из Турции, из нынешней территории Анатолийского полуострова. Но это все следует изучить и анализировать. Для нас тут важно учесть один момент. Практически во всех источниках говорится о том, что Карча в определенный период времени, именно в конце 14-го, начале 15 века, по определенному пути прошел путь от Крыма до мест нынешнего проживания карачаевцев и балкарцев. Соответственно, есть также свидетельство о том, что карачаевцы и балкарцы уже жили на этих местах, когда Карча явился сюда. Есть путь следования его как из Крыма, так и из какого-то города Кашкара. Также упоминается там, что он был родом из Хорасана. Это все легенды и мифы, которые передавались нам от наших отцов и дедов. И нередко бывало так, что с течением времени мы путали названия, передача была неполноценная и так далее. Стопроцентно утверждать о том, что он был родственником какого-то султана в Турции, или же эмира Золотой Орды, или же чингизидов, невозможно. Нет таковых данных. Но если даже был какой-то путь, который он проходил, скорее всего, это был путь генуэзских торговцев, который проходил из территории современной Анапы на Центральный Кавказ, оттуда через Клухор в Цебельду, потом в Сухум и так далее. Конечно, был второй путь, который двигался на Восточный Кавказ, на Каспийское побережье. Если таковой путь у Карчи был, то он непосредственно проходил по генуэзским тропам.
Геносцы, вы сами знаете, это в карачаевском фольклоре это ференки, часто их называют ференками, перенками. Это торговцы, которые заходили на Северный Кавказ с Черного моря. В данном случае нужно сказать, что первым местом поселения харчи, хотя было много локаций, где они останавливались, оставляли свои, так сказать, этнонимы, но первым местом поселения в легендах указывается Баксанское ущелье. Эль-Джурт, бывшая старая родина. Ну, старой родиной принято называть Карт-Джурт, но в данном случае исследователи называют старой родиной именно Эль-Джурт, и там же сохранились первые склепы Кешене и князей Крым-Шамхалов. А уже впоследствии именно частью народа пошло освоение Хурзукской долины. Это были маленькие тезисы, рассказы про харчу-основателя, как мы называем первого харчу. Теперь же вернемся ко второму, который жил на 100-150 лет позднее, и который фигурирует в легендах и мифах как защитник народа, который вел войны с теми, кто посягал на нашу землю. Впоследствии образ этих двух человек, он составил один образ предводителя. Второй харча, его нередко называют родоначальником княжеских родов Карачая, хотя есть мнение, что первый был этим человеком. Упоминается часто в работах нашего любимого пристава Баталпашинского уезда Николая Григорьевича Петрусевича. Работы его хранятся в Центральном государственном архиве Северной Осетии в городе Владикавказе. Есть конкретные дела и описи, которые известны. Там он приводит генеалогическое древо потомков харчи, к которым он причисляет Дудовых, Карабашевых, Коджаковых, Минкоевых, Тимирбулатовых и Крым-Шамхаловых по женской линии. Это вполне хорошо сохранившаяся запись в табличной форме. Она фигурирует уже давно в исторической науке. И многие исследователи склонны полагаться, что нет оснований сомневаться в этих записях. Но тут нужно понимать, к которому из живущих наших предводителей относится именно термин родоначальника этих родов. Несомненно, что один из них, да, является родоначальником этих родов, может быть харча и основатель, а впоследствии второй харча просто носил его имя, а мог иметь также свое собственное имя. К вопросу об имени. Имя харча редкое на сегодня, и все, кто носят сегодня его имя, названы в честь того же предводителя. Есть такой маленький нюанс. В древнетюркских языках слово харча переводится как твердый. Харчады буквально можно перевести как затвердел. И это мог быть, по мнению наших исследователей, термином, титулом человека, правителя, который имел, конечно же, свое собственное имя другое. И такие записи на графических исследованиях и далее уже в XIX веке у путешественников-исследователей тоже имеются, что якобы героя нашего звали по-другому, но носил он типа титул харча. Этот момент тоже не изучен, нету достаточно свидетельств, но мы с вами знаем, что Карачай-беи, Карачи имели титулы
ханских дворов золотоордынское время. Несомненно, то, что Карча-основатель жил в это время и как бы мог носить такой же титул, живя здесь. А звать могли его совершенно по-другому. Эти все вопросы оставляют простор для исследователей в будущем, для нашего молодого поколения, которые на основе имеющихся материалов могут проанализировать и сделать более широкую подборку в этом вопросе, что значит его имя и могло бы это являться титулом. Упоминая о деятельности Карчи, о буднях его, о военных действиях, часто в легендах, сказаниях фигурирует, что он собрал свое собственное войско. В данном случае, скорее всего, речь идет о какой-то дюжине человек из народа, которые непосредственно занимались охраной границ тогдашнего княжества. Еще хотел бы рассказать вам о некоторых недвижимых объектах, так скажем, которые были прямо или косвенно связаны с предводителем. Наверное, самый известный из них, который вы знаете, это Кадауташ, Карчаны Кадауташи, нередко мы его называем замковый камень Карчи. Легенды говорят, что именно на этом месте вел Карча какие-то свои сборы, которые касались государственного устройства, вообще общественно-политических действий и так далее. Есть также упоминание о том, что в Архызском ущелье есть замок или руины сторожевой башни, так они сегодня называются Карча-Кала. Также мы с вами прекрасно знаем, в летописях упоминается Булат-Кала, крепость Пулада, не записана она в некоторых документах, где скрывался Тохтамыш. И именно эту крепость еще соотносят с Карчой, называя ее Карча-Кала. Быть может, она была изначально разрушена, а потом восстановлена, и тогда Карча ее использовали в своих целях. Также мы ранее коснулись о пограничной службе тогдашнего времени, о том, что карачаевцы сохраняли все проходы и перевалы в Закавказье и часто использовали сторожевые башни, и многие из этих сторожевых башен средневекового периода, они сохранились. Это Гошехала, Мамехала, которые также использовались в военном деле во время Карчи, и им самим в частности. Еще раз хочу сказать на основании вышеизложенного, что по сведениям нынешних исследователей, историков, которые изучали вопрос, было как минимум 2 человека, носящих имя Карча. И быть может, что это не имя собственное, а титул, на самом деле их звали каким-то другим именем. Не стоит об этом забывать, всегда соотносите время жизни с датами определенных легендарных персонажей. Резюмируя вышесказанное, вкратце хотим сказать, что Карча, он, во-первых, предводитель народа, который смог собрать воедино все остатки некогда процветающей нации на территории древнего аланского государства, смог построить общественно-политический строй, государственность и наладить жизнь, дав тем самым второй шанс народу развиваться. Ну а со своей стороны он, уже возглавив это общество, смог настроить институты охраны и содержал свою дюжину, которые охраняли наши границы. Впоследствии в легендах уже упоминается, что они непосредственно принимали участие и в каких-то боевых действиях по защите наших земель. Ну, наше с вами дело в будущем побольше изучить, проанализировать все данные, которые мы имеем про нашего предводителя. И если есть что-то, о чем мы и мои предшественники, исследователи, не догадываются или
до них эта информация не дошла, пожалуйста, сообщайте. Будем рады всей новой информации. И сами, пожалуйста, не отстраняйтесь, изучайте больше нашу историю, этнографию. Будьте всегда впереди. И напоследок, дорогие друзья, если у вас есть конкретные вопросы по жизнедеятельности нашего предводителя Харчи, которые вас интересуют, пожалуйста, задавайте их в комментариях, а мы со своей стороны подготовим ответы на эти вопросы и запишем соответствующее видео.